Основной этап ЕГЭ проходит в штатном режиме. За ходом экзамена следят общественные наблюдатели и федеральные эксперты. На каждом ПП соблюдены все меры защиты против коронавируса. Однако без нарушений не обходится. Такую оценку экзаменационной кампании в регионе дал Мухарбек Барахоев. Экзамены проходили по предметам следующим: истории и физика. Проходил экзамен на 7 пунктах. Было заявлено 1064 выпускников, явилось 618, что касается заявленных и явившихся. А так экзамен проходит в штатном режиме. Практически наблюдается тенденция получения условий проведения экзамена, я имею в виду в плане объективности. Эти моменты отмечены и федеральными инспекторами, но самое главное, все зависит от выпускников, и тем не менее на сегодняшний день за этот экзамен у нас нарушение порядка 18, это традиционное нарушение использования гаджетов на экзаменах и шпаргалок также, что является, конечно, нарушением порядка и правил проведения единого государственного экзамена. Хотелось бы, конечно, обратиться еще раз к выпускникам с просьбой, чтобы не рисковали, поскольку нужно отметить, что все те, кто увлечен в использовании этих гаджетов и шпаргалок, лишены возможности сдать экзамен в текущем году. Они могут только сдавать экзамен в следующем году. Поэтому не стоит все это, не стоит, поскольку я думаю, что выпускники в целом в состоянии сдать экзамен на высоком уровне, получить соответствующие баллы. Тем более в этом году все выпускники школы получили аттестат, независимо от того, пойдут они на экзамен или не пойдут. Поэтому еще раз убедительная просьба выпускникам, чтобы не рисковали, чтобы надеялись ни на что, только на свои знания.